Таджикистан. Бобойдана на свободе. Узбекистан. Новая волна коронавируса. Россия усиливает военное присутствие в Таджикистане. 80-летний Даниор Набиев, осужденный в конце 2020 года к 7 годам лишения свободы по обвинению в экстремизме, вышел на свободу. Об этом пишет радио Азади. Родственники Набиева сообщили журналистам, что его освободили 23 апреля из колонии в Вахдате, и сейчас он находится в кругу семьи. Напомним, что власти Таджикистана признали пожилого человека виновным в том, что он получал деньги от активистов запрещенной в стране партии Исламского возрождения Таджикистана (ПИФТ) и передавал их семьям осужденных членов партии. Находящееся в изгнании руководство ПИФТ назвало данные обвинения необоснованными, а само дело политически мотивированным. Задержание и заключение Набиева вызвали протест международных правозащитных организаций и простых таджикистанцев, а также широкий резонанс в социальных сетях, в которых небезразличные люди возмущались действиями властей. В поддержку осужденного был запущен флешмоб, в котором приняли участие сотни людей, в том числе и уже сам сегодня находящийся под арестом в Таджикистане правозащитник Иззат Амон. 20 января международная правозащитная организация Human Rights Watch выразила беспокойство по поводу состояния здоровья осужденного на 7 лет лишения свободы 80-летнего Набиева и призвала власти Таджикистана немедленно освободить его. Даниор Набиев осужден за свою благотворительность. Он помогал нуждающимся в помощи семьям осужденных членов ПИФТ, передавая им от 15 до 30 долларов из личных сбережений, говорилось в заявлении правозащитников. Наблюдатель отмечает, что именно широкий резонанс и массовый протест со стороны населения Таджикистана заставили режим пересмотреть свои действия и освободить благотворителя. Впервые за долгое время во многих городах Узбекистана были зафиксированы заболевшие коронавирусом. Об этом пишет Кун-Уз со ссылкой на пресс-службу Минздрава. 24 апреля текущего года в стране коронавирус обнаружили у 348 человек. Общее количество зарегистрированных случаев составило 89 027 человек. В этот день в Ташкенте коронавирус обнаружили у 182 человек, в Каракалпакстане – 6, в Андижанской области – 5, в Бухарской области – 1, в Джизакской области – 9, в Кашкадаринской области – 4, в Наваинской области – 3, в Наманганской области – 6, в Самаркандской области – 40 и в Сурхандаринской области – 8. Кроме того, в Сырдаринской области COVID-19 обнаружили у 6 человек, в Ферганской области – 3, в Хорезмской области – 7 и в Ташкентской области – 68. Обращает на себя внимание тот факт, что в Узбекистане впервые за долгое время коронавирус выявлен во всех регионах. Ранее COVID-19 ежедневно обнаруживали в 10-12 регионах страны. Кроме того, в некоторых городах местные власти отправили на 2-недельный карантин школьников, студентов и закрыли детские сады. Для всего региона это стало своего рода сигналом о начале новой волны распространения коронавируса. В ходе визита министра обороны России Сергея Шойгу в Душанбе 27 апреля российская сторона предложила создать единую объединенную систему ПВО с Таджикистаном. Об этом пишет Интерфакс. Министр обороны РФ Шойгу после встречи с главой военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо сообщил, что Россия и Таджикистан готовятся создать объединенную систему противовоздушной обороны. Чтобы повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации
и Республики Таджикистан. Шойгу также сообщил, что Россия готова увеличить количество таджикских военнослужащих, обучающихся в российских военных вузах. Также он заявил, что ждет воинский контингент республики на стратегических маневрах «Запад-2021». Russia must end this military build-up in and around Ukraine. Напомним, что данные события происходят на фоне обострения отношений России с Западом. По сути, в данный момент Россия пытается усилить свое влияние во всем регионе, укрепляя военное присутствие России в странах Центральной Азии. Это означает, что военная безопасность страны будет обеспечиваться третьими странами, а это крайне опасно для любого государства с точки зрения суверенитета. Последних лет свидетельствует о том, что террористические и экстремистские группировки Политологи отмечают, что таджикские власти уже давно и стабильно в первую очередь обслуживают геополитические амбиции России, а не занимаются защитой интересов народов региона. Регулярные совместные действия российского и таджикистанского войск и контингентов